Федар. Здравствуйте. Добрый день. Федар Магометович Таказов, кандидат филологических наук, лингвист, мифолог, фольклорист, этнограф, разработчик и составитель первого самоучителя осетинского языка, автор Дегурско-русского словаря, издатель сарсятских сказаний. Хочу отметить также, что вы автор, собиратель Дегурско-русского словаря. Но это колоссальный, фантастический труд. Насколько я поняла по вашей этой работе, вы настаиваете, что дегорский не диалект, а язык. Есть у вас аргументы? Но это смотря как подходить к тому, что значит язык и что значит диалект. Понятие диалект – это чисто научное понятие. Этим оперируют, когда сравнивают между собой близкородственные языки. Например, когда-то и украинский назывался диалектом русского языка. К примеру, в Иране многие совершенно самостоятельные языки до сих пор называются диалектами языка фарси. Диалект – это когда сравнивают, к примеру, иронский и дегорский между собой, то они в диалектных отношениях. Почему в диалектных? Вот в иронском диалекте, к примеру, есть много говоров. Это когда есть отличия не только в произношении, в фонетике и небольшие отличия и в лексике. Хотя лексика не является определителем. Любые отличительные особенности в лексике можно трактовать как местечковые. Если в фонетике различия, то это говоры. Скажем, туальский и иронский. Туальский по отношению к иронскому имеет одну и ту же морфологию, одну и ту же лексику, да, и семантику, и отличается в некоторых позициях фонетикой. Когда вот эти разные наречия отличаются друг от друга и в фонетике, и в морфологии, и в лексике, и в синтаксисе, то это уже диалекты, в случае, если они друг друга все равно понимают. А вот язык – это уже социальный термин, то есть является языком обучения. На этом наречии выходят книги, учебники, то это язык. Сегодня и на дегорском, и на иронском существует письменная литература, и театры существуют, и газеты выходят, обучение, учебники. Естественно, они, когда рассматриваются отдельно, то они языки. А когда сравниваются между собой, то они в диалектных отношениях. Вопрос в осетинском не должен стоять, это диалект или язык. Осетинский язык не в таком положении, чтобы мы могли путем спекуляции муссировать языком, называть тот или иной диалект, или диалектом, или еще чем-то. А речь должна идти только о том, как сохранить осетинский язык. Вот, к примеру, существующая литературная форма на основе иронского диалекта не занимает позиции, к примеру, так называемого языка койне, или вместо языка койне в Осетии это русский язык. Если бы иронский диалект занимал вот позиции русского языка, соответственно, не было бы необходимости, потому что любой дегорец перешел бы на иронский. Однако сегодня из-за того, что дегорцы ограничены в изучении родного для них языка, то этот дегорский тоже уходит. И на сегодня состояние дегорского языка можно характеризовать как вот украинский суржик. Пройдет еще немного времени, это уже не суржик будет, а уже будет так называемый язык пиджин. Язык пиджин – это совершенно уже третий язык. Это говорит о том, что в любом случае этот язык будет уничтожен и исчезнет. Это до ура патриотов не доходит, что дегорцы просто не в состоянии в тех условиях, в которых родной язык пребывает на сегодня, в таких условиях перейти на иронский. Соответственно, они не на иронский перейдут, а на русский перейдут. Русскоязычное население осетин увеличивается, и, соответственно,
вот ассимиляционные процессы иеронского тоже быстрее усилятся. Есть вот те горе-патриоты, которые утверждают, что если мы будем с вами утверждать, что это язык, это вносит некий раскол в остинский народ. Раскол в их головах. Дело в том, что еще и до революции, и после революции, до 1961 года, дегорцы даже до 11 класса обучались, и предметом обучения был дегорский. У иронцев иронский. Однако ни дегорцам, ни иронцам никогда в голову не приходило, что это разные языки и разные народы. И дегурцы себя не выделяли никогда и этнически не обособлялись. Никогда дегорец не скажет, что он осетин. Это сегодня, это фактически началось после 1961 года. Мне часто вот старики, именно иронцы, рассказывают, как они работали вот вместе с дегорцами, вот, к примеру, на шахтах. И каждый разговаривал на своем, и никому в голову не приходило, что он разговаривает не на иронском или не на дегорском. Сегодня же, когда иронцы и кударцы разговаривают каждый на своем, никому же в голову не приходит, что это вот они на кударском, а это на иронском. И вот если бы в головах вот у этих ура-патриотов или псевдопатриотов было такое мнение, что независимо от того, кем себя назовет, Кудайрак, Ирон, Дугурон или Чесайнак, если и все эти термины для него то же самое, что осетин, тогда вот да, это мы единый народ. А вот когда себя кто-то называет Чесайнак или Дугурон, и это воспринимает как что-то совершенно другое, это уже у него в голове разделение. Осетины не единственный народ, у кого два литературных варианта. Нет такого языка мордовского, а есть мокшанский язык и ирзя, язык ирзя. Все понимают, что это один и тот же. И от нас взять еврейский. Фактически в природе не существует еврейского языка. А есть идиш, есть иврит. А как вы считаете, должен ли быть на факультете остинской филологии в нашем университете некая специализация дегорского языка, диалекта, как кому сейчас угодно? Там не специализация должна быть, а в таких же условиях, как готовят преподавателей на иронском диалекте, также должны готовить преподавателей дегорского. На сегодня до 4 класса проходят в школу дегорский, однако нет преподавателей. Те преподаватели, которые обучают, большинство из них даже читать не умеют по-дегорски. Их никогда не обучали, они никогда не проходили дегорский, им просто поручили, и они мучаются. Естественно, они начинают заявлять, зачем нам этот дегорский, давайте нам иронский. Если в скором времени не начнут равноправное обучение, фактически начнут происходить необратимые процессы в дегорском, и уже невозможно будет их вернуть. Взять условия нашего города. На сегодняшний день ситуация немного улучшилась, и благодаря тому, что в школе начали обучать даже тех, которые не владели. Однако вот те, которые не владеют, они выучивают язык только в той мере, в какой они могут понимать разговор, но сами никогда не перейдут и, соответственно, своих детей не будут обучать этому языку. То же самое произойдет и с дегорским. Если мы заговорили, в общем-то, о иронском, то ли мы уже Рубикон перешли, то ли уже точку невозврата, я не знаю. Какие-то программы придумывают, ничего не меняется. Этому доказательство вот эти заявления, которые последовали после речи нашего главы государства, когда он заявил, что не надо заставлять изучать родной язык. Очень многие родители ринулись писать заявления отказные. Насилие, которое они проявляли при изучении остинского языка над детьми, оно несколько поубавилось. То есть шумиха, чтобы ее не было, они ее уняли, а сама проблема, в общем-то, осталась. Проблема так и останется, потому что все эти программы тоже в популистских целях
принимаем. У меня сложилось такое впечатление, что осетины больше хотят казаться, чем быть. То, что многие родители воспользовались законом, ситуацией, а так это было и в советское время, когда в городской школе, в 42-й школе начал работать после окончания университета, преподавал осетинский. Часто ко мне осетины, родители, подходили. Это чаще всего и бывает. И начинали требовать, чтобы освободил его ребенка от урока осетинского. Мол, зачем ему это надо? Мне как родителю тоже интересно, зачем мне язык? Это лишняя головная боль для меня, как для родителя. Знание языка вырабатывает у ребенка логическое мышление. Ну, если я сейчас ребенку скажу, что вот если ты будешь учить осетинский язык, у тебя будет развиваться логика, ну, как-то он не поймет. А при чем тут ребенок? Ребенку вообще никто и не объясняет, зачем ему геометрия или химия. За ребенка уже давно определили, что эти предметы ему могут понадобиться, даже для общего развития необходимы эти предметы. Точно так же для общего развития необходимо изучать и родной язык, чтобы вот полноценно ребенок развивался. Кто по гуманитарным направлениям собирается, прекрасно понимает, что ему никогда не понадобится ни химия и ни геометрия. А ведь эти предметы и нервируют в какой-то степени и затрудняют. Нет, я вам хочу возразить, что ребенка больше сейчас нервирует осетинский язык, который он считает, что ему он не нужен в принципе. И та методика, которая сегодня дается в школе, она не работает. Почему ребенка именно нервирует? Потому что ему навязывают это мнение, что предмет ему не нужен. Родители, наверное, ему так говорят. Ну, правильно. А ребенку чем меньше предметов, тем для него лучше. Сегодня очень, я бы сказал, подход негативный к подготовке преподавателей осетинского языка для городских школ, для невладеющих. Для этой категории учеников у нас не готовят учителей. Есть очень хорошие преподаватели осетинского, чью работу можно назвать какой-то новаторской. Да, новаторской, но это единицы, наверное. Единицы. Вот не все учителя на новаторство не способны. А сегодня вот преподавание осетинского языка зависит от личности преподавателя. Вот сегодня, когда я смотрю на учебники, то прихожу в ужас, как они составлены, но я понимаю, что в принципе они и не могут по-другому. Бывает, что учебник составляет автор, который ни одного часа не преподавал в школе. Это с одной стороны. С другой стороны, вот среди этих авторов бывают авторы, которые действительно работают в школе, но они знают только практику. Все это познает как бы вот по ходу составления этого учебника. Думаю, что кроме патриотизма надо все-таки какими-то навыками и специальными знаниями владеть для того, чтобы писать эти учебники. И должны мы все вместе тоже понимать, что Айтматов сказал, что бессмертие народа в его языке. Общение на родном языке в доме достаточно, чтобы язык сохранился. Разве это так? Это выражение настолько сильный удар нанес по знанию родного языка. Когда мы такое заявляем, то мы забываем, что проблема-то в этом и состоит, что многие родители не умеют... Они бы и рады, может быть, да, не могут. И каким образом вот еле выговаривающее предложение может научить ребенка. А во-вторых, даже если родители владеют свободно осетинским языком, он не может научить ребенка полноценно осетинскому языку. Почему? Потому что это бытовой язык. Этого недостаточно будет, чтобы полноценно он мог выражать свои мысли уже за пределами семьи. Согласна с вами, но очень многие упрекают осетинский язык в том, что резерва нету. Кто говорит, у того нет резерва. Осетинский язык на сегодня богаче русского языка. Русский язык из чего состоит? Заимствованных слов. Из много заимствованных слов, но они русские, адаптированные к структуре русского языка. Точно так же осетины заимствуют много новых понятий из русского языка. Они есть в осетинском. Нет современного понятия, которое есть в русском языке, которое нельзя перенести или адаптировать к осетинскому языку. Но зато в осетинском есть очень много понятий,
которых нет в русском языке. Хочу перейти к нашим традициям. Были когда-то времена, вы где-то в интервью говорили, не изучалось, например, аланство. Это приравнивалось к национализму. Времена поменялись, но на это все равно мало обращают внимания, когда на это претендуют все народы вокруг, все хотят быть аланами. Наш главный козырь – это ведь все-таки язык. И не только язык, но и культура. Необходимо сохранять эту культуру, чтобы вот эта культура из общечеловеческой культуры не исчезла. Язык – это часть этой культуры. Потому что, когда исчезает язык, то многие понятия этой культуры исчезают. Как хранитель, да, выступает язык? Да, совершенно верно. И исчезает и менталитет. Взять, к примеру, народы Европы, среди которых растворились и аланы, и ясы, или в Монголию, куда очень много алан ушло, они растворились там. Почему они на сегодняшний день не считают себя потомками тех алан, ушедших, или аланами или астинами? Вот вся эта культура, и язык, и культура растворилась, исчезла, и, соответственно, и менталитет исчез. Почему для меня нардские сказания, эпос, приравнивают к понятию Библии? Скажите, пожалуйста, это ведь всего лишь эпос. Мифология. Астины не отделяли себя от своих религиозно-мифологических воззрений. Фактически раньше у астин не было понятия мифология и мифы. У них было только одно понятие – дин. Дин – слово арабское. Нет, это древнеиранское слово «дайна», которое арабы заимствовали из персидского языка. Если даже заимствовали, все равно это понятие у нас, кроме этого понятия, у астин ничего и не было. Говорят часто «урнензинат», но этот термин появился в конце 19-го, в начале 20 века. Для обозначения верующих. Вот когда уже христианство начало укрепляться, вот тогда появилось. В Дегорском этого понятия нет до сих пор. Очень много именно религиозного сознания, естественно, сохранилось в нартовских сказаниях. Нартовские сказания не вне осетинского общества возникли, а в астинском обществе они развивались. Соответственно, на нартовский эпос влияло и мировоззрение, и все те процессы, которые происходили в этом обществе. Это отражает именно религиозно-мифологическое воззрение осетин. Но, опять же, в нартовских сказаниях это заключено в символической форме. И поэтому, когда начинают буквально все это трактовать, это неправильно? И, во-первых, часто неправильно трактуют, во-вторых, это просто даже до смешного доходит. Абхазцы, балкарцы и так далее, они тоже считают это своими сказаниями. А в такой ситуации как быть? Нардские сказания, к примеру, абхазцев, они были адаптированы к абхазскому обществу и, соответственно, оказали влияние, именно те процессы, которые происходили в абхазском обществе, влияли на эти сказания. Точно так же и адыгские варианты, точно так же и другие варианты, к примеру, ингушские или карачаево-балкарские. Если, опять же, сравнивать их, то в астинских нартовских сказаниях четко везде прослеживается трехчастное деление мира. Какие мотивы мы находим и какие сюжеты, они все исходят из этого трехчастного деления мира. А так как вот этого мировоззрения не было у адыгских народов, то вот этот момент уже опускается. Какие-то мотивы стали чужими для них. И, нивелировали, так сказать. Нивелировали, и для них даже как символику какую-то не обозначают и не несут никакую семантическую нагрузку. А как вот мне, человеку, вот вы говорите, что это все не буквально должно восприниматься, а как? Как мне там смириться с образом шатана? Ученые для этого существуют, и изучение нардского эпоса тоже для этого и существует, хотя нартовский эпос необходимо поставить уже на совершенно другой уровень,
чем сегодня существует. Часто вот Остин обвиняют, что вот Инцест. инцест или Астерджи проникает в склеп к Дзирасе Да, и с мертвыми и тому прочее. Все это легко трактуется и раскрывается символика, когда знаешь суть астинских верований. В астинском все строится на трехчастном разделении мира, то есть верхний, средний и нижний мир. Осетины все, что делали в своих ритуалах, в своих обрядах, они все подчиняли для сохранения вот этого статус-кво этого трехчастного деления. Когда проводится ритуал или обряд по творению мира, то каждый раз таким образом они сохраняют вот это деление. Точно так же, когда рассказывается и в нартовских или в мифических легендах, мотивах, то таким образом тоже сохраняют вот это творение. Почему Дзирасу хоронят в склепе? Что такое склеп? Склеп – это фактически четырехугольное сооружение. А четырехугольное сооружение, что такое в астинских верованиях? Это обустроенный мир. То есть, когда Бог создал мир, начал творить мир, в первую очередь обустроил этот мир. Дом или склеп для осетина – это был такой же обустроенный мир, а вне этого обустроенного мира – смерть. И когда человек умирал, потому его и хоронили в склепе, чтобы он не оказался вне этого обустроенного мира. Не выпадал оттуда, да? Вот что собой представляет сама Дзираса. Кто она такая? В первую очередь дочь Донбеттеров, то есть водного мира. А водный мир что значит? Это нижний мир. Это символизирует в астинском нижний мир. Склеп – это обустроенный мир, но склеп находится в среднем мире. Все творение происходит одновременно. Что собой представляет Уастерджи? Уастерджи – это дух, то есть верхний мир. И вот когда дух проникает в склеп, то есть в обустроенный мир, то в обустроенном мире происходит творение мира. А творение всегда результат соприкосновения двух разных миров, нижнего и верхнего мира. Благодаря этому соприкосновению рождается что? Бах – лошадь, собака и женщина, которую назвали впоследствии Шатана. Бах – символ верхнего мира, то есть рождается верхний мир. А собака – символ нижнего мира, то есть рождается нижний мир. А человек, в лице женщины, это средний мир, олицетворение среднего мира, то есть рождается средний мир. В данный мотив нам просто пересказывает рождение мира. Если в таком ключе разбирать нартовские сказания, то, естественно, восстанавливается вся структура и система традиционных верований осетин. Сегодня должны совершенно в новом ключе рассматривать эти нартские сказания, и совершенно должны быть и подходы, другие методы. Ну, где эти ученые, которые занимаются этим, которые эти работы делают? Нартовские сказания разобрать, как сейчас я разобрал, возможно только с помощью семиотики. Наука, которая занимается знаковыми системами или символами. С семиотикой у нас фактически никто не занимается, и нет специалистов, которые бы профессионально этим занимались. Кто должен об этом подумать? Это прерогатива университета, потому что кадры они готовят. А еще тогда следующий вопрос у меня. Лактазвар – это всего лишь персонаж из нартских сказаний. Почему ему поклоняются? Уастерджи – это не просто персонаж. И в Уастерджи заключается вся система
верований осетин. Одно дело, что дух представляет верхний мир, но он, помимо этого, является как бы осью этого мира. К примеру, я говорил о 3 мирах: верхний, средний и нижний. Но они, если бы сами по себе были представлены, то давно бы как бы произошло разделение этих 3 миров. Соответственно, опять же, произошел хаос. Но они объединяются в одно целое. И то, что их объединяет, в науке называется осью мира. Такой осью мира служит и сам Бог Хусау, который может проникать во все эти 3 мира, объединяет эти 3 мира. Точно так же в текстах говорится, что из всех жатта, из эдов, человека может проведывать без позволения Хусау только Уастарджи. Уастарджи точно так же проникает во все 3 мира. И он служит такой же осью. То есть, фактически, Уастарджи является ипостасью самого, так скажем, эманацией самого Хусау. То, что он является вот осью мира, что нам может служить, к примеру, доказательством, он постоянно представляется сидящим на 3-ногом коне. Почему на 3-ногом коне? Почему? 3 ноги – это показатель 3 миров. И фэнг тоже на 3 ногах, и тоже показатель 3 миров. А вот на фэнге верхняя часть, вот круглая, это символика самого Бога, потому что вот круг – это символ Бога, это бесконечность. Посередине еще бывает точка, вот на пирогах, да. Эта точка – ось мира и символ, опять же, самого Бога. Конь на 3 ногах – символ 3 миров. Сама лошадь тоже является символом верхнего мира. Уастарджи сидит на коне. Это как бы дублированно поясняет, что это символ 3 миров, так как лошадь, сама лошадь, тоже символ 3 миров. Был когда-то обряд Бахвалдишин. Почему покойнику посвящали коня? Потому что человек, когда уходил со среднего мира, попадал в нижний мир, то из нижнего мира должен был кто-то доставить верхний мир. И этим проводником мог служить только лошадь, который мог проникнуть в нижний мир, так и в верхний мир. Уастарджи фактически символ... Проводник некий, да? Не, одно дело проводник, а другое дело фактически объемлет весь этот мир. Когда мы обращаемся к Уастарджи, то мы обращаемся фактически к этому цельному трехчастному миру. А если вот разобрать само понятие? Но если само понятие, то фактически имя не имеет особого значения, потому что имя можно поменять, но сохранить понятие. К примеру, еще в XIX веке Миллер писал, что дегорцы не знали имени Уастарджи. Вместо Уастарджи они употребляли имя Батраза. Как-то в 1985 году мне один старик в Наре, ему было тогда 83 года, рассказывал, что вот дегорцы не знали имени Уаскирги. Я удивился и спрашиваю, а кому, говорю, тогда они молились? Ну, говорит, как, по-разному. Ну, вот, говорю, когда из ущелья хотели перебраться на равнину, то кому они? Сегодня там стоит святилище Уаскирги. А тогда, говорю, кому? Ну, как, говорит, тогда часто обращались к Дегориза. А сегодня Дегориза, если полное название привести, то звучит так: Дегориза Лагате Уаскирги. То есть это тот же образ, что и Уаскирги. Ну, хорошо, говорю, а когда, к примеру, дома сидели, ну, тогда, говорит, чаще упоминали Батраза. Раньше я удивлялся, почему есть памятник, к примеру, где похоронен Сослан, но нет, к примеру, Шатана или Батраз, а фактически они везде есть. К примеру, Шатана – это Майрам Зуарта, Мад Майрам Кувандатта, это все ипостась Шатана.
А Батраз – это везде, потому что Батраз фактически тот же Уастерджи. Когда уже мы переняли имя Уастерджи, то произошло разделение эпического персонажа Батраза и небесного персонажа Батраза на как бы две части. И в небе он стал Уастерджи, а на земле он остался Батразом. Почему именно термин тот, который есть сегодня? Влияние христианства. Этот процесс происходил не только в Осетии. Христианские имена, которые близки были по функциям, часто совпадали функционально и в христианстве, и в астинском, и эти имена перекладывали. Как Мыкал Габор. Как и Мыкал Габорта. Хотя, что касается Уастерджи, к примеру, я собрал более 100 легенд про Уастерджи и взял предание о житии святого Георгия. И меня поразило то, что ни один мотив, ни один сюжет не совпал, кроме имен. Уастерджи больше похож на образ Иисуса Христа. Встречается мотив, когда Иисус кормит большое количество людей 3 хлебцами, и точно так же в астинских мифах встречается сюжет, где Уастерджи превращает 3 человека в пироги, брагу превращает в высококачественное пиво. Кроме того, святой Георгий всегда поражает копьем или мечом дракона. В руки Уастерджи всегда вкладывали плетку. И главное его оружие – это плетка, но не меч. С некоторых пор астинскую веру начали называть там Ирондин, Аздин и так далее. Как вы к этому относитесь? Астин или Уастин – это не противоречит астинскому, потому что в астинском было понятие «уас». «Уас» в какой-то степени отложилось на этническом названии «ос» – осетин. А осетины в прежние времена, в основном до революции, называли себя не только как этнос осетинами, но и по своим религиозным верованиям. То есть для них этническое название, их обрядовая культура и в том числе и религиозные воззрения – это было одно целое. И поэтому всегда, если тексты старые посмотреть, то всегда свою религию они обозначали так Ирондин или Дюгорондин. Можете на примере грузин привести, как они их обозначали? Грузины тоже термином оси патронизовали не только этнос, но и религию. И у них даже, так скажем, казус был, когда массово стали принимать христианство в XIX веке, крестили в церкви, и в церковных книгах записывали, кого крестили. Но, естественно, они были в затруднении, потому что когда Астин принимал крещение, то не знали, как его записать. Оси, но он же уже не Оси, раз он христианство принял. Но тогда как? Возникало, да? Но он же не другой национальности, раз он принял христианство, тогда как? И они придумали термин «бывший осетин», то есть Осикопели, бывший осетин. К примеру, также в церковных книгах был записан отец Сталина «сапожник», бывший осетин. Почему исчезло это понятие? Потому что после революции все стали атеистами, и религиозный момент отошел уже в небытие, и, соответственно, под этническим названием осетин или ирон или дюгорон стали патронизовать только этническое название. И на сегодня, естественно, это уже воспринимают только как этническое название. Сегодня те, которые вместо осетин употребляют астин или уастин, они фактически возвращают в старый вариант
произношение «ос». Я не исповедую ислам, не христианство. Вот когда меня спрашивают, ты какую религию исповедуешь, я всегда говорю, что никакую. Ты атеистка? Нет, я в Бога верю. А вы вот как бы ответили, вы кто? Я бы ответил, что я осетин. Но это такой веры нет. Это для спрашивающего нет. Например, вы бахаит? Нет. Потому что даже не знаете, что Да. это такое, правильно. Но от того, что вы не знаете про веру Бахаи, это не говорит о том, что такой религии не существует. Фактически нас приучили к тому, что вот осетин – это этническое название, а осетины только христиане и мусульмане. Даже те, которые говорят, что они свою веру исповедуют и даже готовы себя называть язычниками, а они не в чистом виде исповедуют. У них так называемые синкретические верования, то есть смешанно осетинско христианское или осетинско-мусульманское. Между прочим, вот когда переспрашивают, а вы язычники, дело в том, что еще до революции в начале 20 века осетины язычниками называли православных. Почему осетины и плохо принимали и мусульманство, и продолжали свое исповедовать? Потому что многие моменты тоже для осетина это тоже звучали как языческие, как богохульство. И для осетина ничего, кроме Бога, не существовало. А то, что вот осетины называют жатта, дауджита, это четко видно, вот, к примеру, в текстах, которые собрал Михаил Гарданти, и когда он объясняет, что такое жатта, дауджита и тому прочее, то он говорит, что это хусаук абашта. То есть это фактически это проявление самого Бога. Могу я их назвать посредниками? Нет, это не посредники. Это для нас может оказаться посредником, то есть как бы являются посредником, но это проявление самого Бога, а его проявление это и есть тот же самый Бог. В чем отличие от мусульманства и от христианства? В христианстве и в мусульманстве якобы Бог создал множество ангелов, архангелов, бесов даже, которым нет числа и число которых только сам Бог знает. В осетинском Бог создал только 3 мира, в котором в среднем мире, где пребывает только человек. И то, что окружает человека, это дано для человеку для того, чтобы он стал выполнять те задачи, которые перед ним ставятся. И фактически между Богом и человеком в осетинском нет ничего. А то, что жатта или дауджита говорят, они эти проявления, которые как бы помогают человеку объектировать свои мысли и более направлять? Да. Например, если вы скажете, дай мне ложку, а кто тебе даст ложку? А вот если конкретно спросишь, дай мне Федар ложку или дай мне Амир ложку, то Амир или Федар тебе даст эту ложку. А почему я через кого-то? Почему? Это не через кого-то, это просто уточняешь свою мысль. То есть абстрактно мыслить очень сложно. А когда ты из этой абстракции что-то конкретное выбираешь, направленное, то ты легче формируешь свою мысль. То есть, когда меня будут называть язычником, мне надо противиться? Дело не в том, как тебя называют, дело в том, что как ты себя считаешь, и кем ты себя считаешь, и кем ты себя воспринимаешь. К примеру, любая религия старалась адептов других религий называть уничижительно. Естественно, и любое действие, даже не вникая в суть, они
старались назвать язычником или еще чем-то, чтобы сподвигнуть человека принять его веру? Чтобы его, во-первых, для своих адептов показать, что отрицательную его сторону, и не надо быть тем, надо быть этим. И, с другой стороны, того тоже убедить. Как 200 лет осетин убеждали, что это вы язычники, христианство или мусульманство, это единобожие. Вообще, зачем нужна религия, как вы думаете? Религия, прежде всего, это идеология государства. Почему понятие духовности тоже связывают с религией? Я с этим тоже не согласна. Например, в советское время почему-то насаждали и эту нравственность вне контекста религии. Когда за основу идеологии берется определенная религия, естественно, и духовность, и все, что связано с обществом, стараются через рамки этой религии. Но, к примеру, осетинские верования, они не могли стать даже государственной. Почему? Потому что осетинские верования не могут выполнять роль государственной идеологии. Потому что для осетина важно было не сам факт принадлежности, к примеру, той религии или этим верованиям, а факт того, какой путь для себя избрал, и по какому ты пути идешь, и что для себя принимаешь. Авраамистических религий отличается чем? Там нет выбора фактически, хотя там постоянно объявляют, что дал выбор человеку Бог, но нет выбора, потому что Библия или особенно Коран требует беспрекословного подчинения и исполнения всех этих требований. А если ты не понимаешь, это не твое дело, следуй, а Бог разберется. И не надо думать, за тебя думает Бог. А в осетинском наоборот, Бог создал тебя и дал тебе все, что необходимо. И этот мир создал таким универсальным, идеальным, что без его постоянного вмешательства все работает. И человек тоже должен достигнуть того уровня, который ему предначертан, без вмешательства Бога. То есть Он тебя создал, дал тебе мозги, все, что необходимо, а ты сам выбирай. Я от многих часто слышу, что мне, может быть, какие-то вещи никто никогда не говорил, но я генетически уже понимала, что такое хорошо, что такое плохо. Эти архетипы и работают. Говорят, Бог един. Да, Бог един, но понимание Бога у всех религий и у всех народов свое. И в осетинском, не сегодня, я имею в виду, а к примеру, в XIX веке, как воспринимали и понимали Бога. Бог виден нам, то есть и хорошее, и плохое – это от Бога. К примеру, в христианстве или в мусульманстве все хорошее от Бога, а все плохое, отрицательное – это от дьявола. В осетинском это все осталось в одном единстве. И осетины говорили, что твоя молитва не Богу нужна, а твоя молитва тебе нужна, потому что ты, говорит, в своей молитве, когда обращаешься, ты просишь, чтобы Он тебя наделил из своего хорошего, а защитил от своего плохого. Когда в других религиях говорят, что ты делай хорошее, и Бог тебе поможет, а когда ты плохое делаешь, то это ты в копилку дьявола, к примеру. Это получается, что помимо Бога существует еще и дьявол. А это уже для осетина богохульство. Кроме Бога и ничего не может существовать, тем более, который может влиять на человека и творить. Отсюда и, наверное, чисыкану ехисан. Правильно, когда ты делаешь хорошее, ты затем возвращаешься в ту сторону, где хорошее, в сторону хорошего.
А если ты делаешь, творишь и перевешивает плохое, ты возвращаешься в сторону плохого, но ты в Бога. Но разница в чем? Хорошее никогда против личности или против кого-то не направлено. И хорошее как бы толерантен ко всякому мнению и ко всем. Поэтому ты сохраняешь свое «я». Человек живет до тех пор, пока сохраняется его «я», пока он... он современным языком. Современным языком «я» — это личность. Когда ты возвращаешься, так скажем, в плохое, то это плохое, скажем так, хаос. Да? Твой опыт как бы остается там, но зло направлено и против самого зла. То есть зло начинает уничтожать и самого себя, и перемалывая, уничтожает и твое «я». И здесь и кроется вот разница в этом, то есть твое «я» погибает. Поэтому Остин всегда боялся сделать что-то плохое. Этот грех в любом случае останется. Сама жизнь, сам быт был построен так, что мне какой-то сторонней силы для устрашения моей совести, моего «я» не нужно было. Главное, вот из чего исходил вот Осетин, чтобы не допускать ошибок и грех, это не наноси вред другому. Очень сложно бывает иногда определить, а что может быть грехом, а что не может. Иногда то, что мы считаем грехом, может оказываться наоборот благом. И каждый тогда обычай, каждый ритуал, он обозначает какое-то понятие, да? Так получается? Каждый ритуал обозначал, конечно, свое понятие, но в большинстве ритуалов остинских были направлены на воспроизведение творения мира. И человек, когда постоянно в своих ритуалах повторял это же творение, и вот когда он повторял это творение, в балансе было все время, получалось, что он тем самым сохранял. Вы вот из легенд, вы помните, вот даже из быта остинского, помните, вот когда во время затмения Луны дети выходили и начинали колотить, то есть отгоняли для устрашения якобы злых сил. Якобы вот Самель или Руймон, так называемый дракон, который прикован у Асила вот к Луне, псы этого дракона, они лижут цепь, которую он прикован, и чем тоньше становится, тем и он может разорвать, якобы потом погубит. И вот чтобы эти цепи не стали тонкими, не разорвал он, кузнецы что делали? Вот куют что-нибудь, и всегда лишний раз должен был ударить, должны были сделать по наковальне. И тем самым как бы воспроизводили заново целостность этой цепи. Точно по такой же схеме и в ритуалы осетинские действовали. То есть, когда осетин воспроизводил вот это творение мира, он таким образом способствовал сохранению этого мира. Современные люди, вот сейчас, когда нас слушают, то, что мы сейчас говорим, это уже не дикость для них? Во многом дикость, потому что они, даже если думали по этим вопросам, то они уже думали глазами христианина или мусульманина, и где фактически даже в какой-то степени противоречат. И поэтому то, что для них уже как бы реальность, то, о чем я говорю, это совершенно неприемлемо и противоречит их фактически мировоззрению. Естественно, очень сложно бывает принять противоположное мировоззрение. Но чрезвычайно интересно. Вопросов у меня еще больше возникло, чем было, если вам честно скажу. Поэтому я буду напрашиваться на еще одну встречу, если вы не против. Это ради Бога. Спасибо вам большое, и я надеюсь на следующую встречу. И вам спасибо.
В этом сезоне ресторан «Виноград» приглашает тебя окунуться в атмосферу праздника и хорошего настроения. Музыкальная программа каждый вечер, а также живой звук в исполнении талантливых артистов не оставят тебя равнодушным. Ну а если кто-то из твоей компании пожелает похвастаться своими вокальными данными, ты всегда можешь пригласить его в наш уютный караоке-зал. И чуть не забыл о самом главном. Каждую пятницу и субботу мы проводим уикенд-вечеринки. Специально приглашенные гости, самая актуальная музыка в лучшем звучании, розыгрыши призов, фотосопровождение в подарок. Ну и, конечно же, прекрасный ведущий. Это я. Наш адрес: Соколаева, 15, телефон 700 307.